24 марта 1999 года премьер-министр, председатель правительства России Евгений Максимович Примаков летел с официальным визитом в Соединенные Штаты. На подлете к американскому побережью уже он узнал о том, что американцы начали бомбить Сербию. Евгений Максимович тут же приказал летчикам разворачиваться. Летчики говорят: Евгений Максимович, у нас не хватит горючего долететь куда-либо. Вот. По той простой причине, что мы все израсходовали, мы уже на подлете. Давайте мы сядем на территории Соединенных Штатов, заправимся и улетим, а вы ничего делать не будете. Но то, что не понимали летчики, понимал искусный дипломат Примаков. Он понимал, что одно приземление на территории Соединенных Штатов будет означать в подаче мировых СМИ то, что Россия одобрила эти бомбардировки. У России не было сил тогда заявить о том, что Россия, вернее, не заявить, а воспрепятствовать этим бомбардировкам. Но заявить о том, что Россия не одобряет, она была обязана. Евгений Максимович прекрасно понимал одну вещь. Сев на территории Соединенных Штатов, он как политический лидер прекращает свое существование сразу. Потому что страна не принимает. Вот как бы к нему ни относиться, но он это понимал, и для него погибнуть в океане было морально более приемлемо, чем сесть на территорию Соединенных Штатов заправиться. Он приказал летчикам лететь на ближайшую точку, где можно заправиться, и сели в Исландии. Когда они сели в Исландии, то аэродромный персонал был просто поражен. Никто так не летает. Фактически сели на пустых баках, на сухих баках. Вот. То есть без всякого разворота, просто прямым заходом сразу на аэродром сели и все. Вот. Но это был показательный разворот. Это был разворот, который показывал: страна не смирилась. Страна из последних сил, из последних резервов борется за свою независимость, за свой суверенитет, и она победит. Она преодолеет все, потому что с ней Бог. Потому что Бог помогает